Здравствуйте! В эфире новости на телеканале «Осетия». В студии Елена Черенкова и коротко о главном. Число заразившихся коронавирусом увеличивается. Воспитанников детского сада «Эрудит» госпитализировали с ротавирусной инфекцией. Эти и другие темы обсудили на еженедельном аппаратном совещании. Рядом с данной спортивной площадкой есть детская площадка, над которой проходят высоковольтные провода. Активисты Народного фронта и молодежки ОНФ проверили качество детских площадок во Владикавказе. Остались ли довольны? Расскажем в выпуске. У людей всегда есть интерес, потому что когда они видят перед собой пример, они хотят ему подражать. Студенты североостинских вузов соревновались в сдаче норм ГТО. Команда-победитель отправится на всероссийский фестиваль «Готов к труду и обороне». Накануне 6 воспитанников детского сада «Эрудит» госпитализировали в детскую клиническую больницу с острой кишечной инфекцией. Об этом говорили на аппаратном совещании. Сергей Миняйло потребовал провести тщательную проверку и установить причины отравления. Прокуратура и Роспотребнадзор уже начали работу. Обсудили также разработку электронной очереди больших грузов, которые пересекают пункты пропуска. Сейчас очереди ожидают больше 800 автомобилей. Для водителей развернули 3 мобильных пункта обогрева и питания. Глава региона поручил не задерживать работу по разработке программы и начать работу уже сейчас. Министерство экономического развития совместно с Комитетом по транспорту и дорожной инфраструктуре необходимо создать соответствующие парковки. Стоянка для больших грузов будет бесплатной. Сергей Миняйло подчеркнул, система должна быть максимально прозрачной. Больше 500 студентов из Северной Осетии пройдут стажировку в Норникеле. Это хорошая возможность поработать в одном из крупнейших горно-металлургических предприятий в мире. Пожелать ребятам удачи и набраться как можно больше опыта приехал глава республики Сергей Миняйло. Все подробности у Алины Цгоевой. Все, чему научатся на Норникеле, им пригодится в работе. Через 4 месяца профессиональной деятельности ребятам предстоит выбрать, остаться на предприятии или вернуться домой. В любом случае, программа стажировки – это про опыт и бесценные знания. Я считаю это очень серьезным направлением. Это в целом очень полезная специальность, которая будет важна в мире очень долгое время. И профессия это в целом нужная. Вячеслав попал в рекордный для региона поток. Больше 500 человек. Все те, кто сейчас в этом зале, это студенты с КГМИ, ребята из техникума в колледже. И как ответственно быть в стройотряде по себе знают гости сегодняшнего мероприятия. Сергей Миняйло проводил ребят в поездку, пожелал удачи и напомнил: наставники всегда на связи. Заключили соглашение с Норникелем, с одним из его больших подразделений. Я буду встречаться с вице-премьером Норникеля, хотя и Потанина я хорошо знаю. Вот, и будем говорить о том, что когда-то наш ГМИ, ГМТ был основным поставщиком кадров или одним из основных поставщиков кадров для горно-металлургической промышленности. И не только горно-металлургической промышленности, но и других направлений. Это мы будем потихоньку возрождать. Для тех, кто едет впервые, это возможность показать себя. И привлекательна поездка, конечно, тем ребятам, которые точно знают свое будущее место работы. Вакансии стажеров на предприятиях Норникеля есть круглый год. На основной сезон для студентов лето. И там в Заполярье оно будет уже 4-м для Казбека. Первый раз, когда я отправлялся вообще на практику, я не знал, куда я лечу и что я увижу. Сейчас я могу уверенно сказать, куда я лечу, что мне нужно там делать. С каждым разом, с каждым годом я набираюсь опыта, знаний новых, каких-то практических умений. И это мне идет только на пользу, за что я благодарен всем тем, кто этому содействует. Стажер пусть и временный, но работник и там на месте. Ребята на практике узнают все плюсы и минусы своей профессии. Преподаватели отмечают, студенты после таких поездок становятся квалифицированными сотрудниками, потому что закалка проходила в суровых климатических условиях, и отсиживаться там никому не дают. Потому что тот фронт, профиль работы, который выдается, это выдается на коллектив. И если не дорабатывает один, то пятно ложится на всех. Более того, если
ты едешь туда и реально устраиваешься на работу, получаешь деньги, конечно же, за то, что ты где-то не дорабатываешь, деньги ты получать не будешь. Есть возможность хорошо заработать, но для этого нужно хорошо поработать. И в этом плане как раз-таки мы надеемся, что ребята будут ответственны, в том числе большие надежды мы возлагаем на тех людей, которые ими руководят в этом году. Перелет и проживание оплачивает принимающая сторона. Питание тоже за счет компании. Жить будут в общежитии – это уже пройденный этап. Стройотряды много лет потоком отправляют в Норильск. Работать там, разумеется, будут студенты из других регионов страны. Но наша группа, как обычно, самая большая. Алина Цгоева, Давид Бетиев. Новости Осетии. Сегодня начались праймерис «Единой России». Это предварительное голосование, которое позволяет избирателям самим определять, кто войдет в партийные списки на выборах в законодательные органы субъектов страны. В Северной Осетии в качестве кандидатов, претендующих на депутатское кресло в парламенте, зарегистрировались 287 человек. Среди них действующие бывшие депутаты, представители госструктуры и общественных организаций, волонтеры, медики, журналисты и бизнесмены. Сделать свой выбор можно на сайте предварительного голосования «Единой России» до 29 мая. С сегодняшнего дня по 29 мая люди, которые зарегистрировались на сайте pg.r.ru, имеют право проголосовать и отдать свой голос за любое количество кандидатов, так как голосование является рейтинговым. По окончании предварительного голосования мы сформируем тот список, который впоследствии будет выдвинут на конференции регионального отделения в качестве кандидатов в депутаты парламента Республики Северная Осетия и Алания. Порядка 12 человек у нас лишились регистрации ввиду того, что они не выполнили обязательные условия для кандидатов. И мы вынуждены были их исключить из данного списка. С сегодняшнего дня. Из Владикавказа в Стамбул с июня запустят прямые авиарейсы. Авиакомпания Red Wings расширяет полетную программу. Рейсы из столицы Северной Осетии планируют с 12 июня по воскресеньям на самолетах Суперджет-100. Как отмечает пресс-служба авиакомпании, лайнеры находятся в российском лизинге и застрахованы в отечественных компаниях. Активисты Народного фронта и молодежка ОНФ проверили детские площадки во Владикавказе. Ремонт некоторых уже завершен. Дети и их родители с радостью выходят на прогулку, а жители домов на улицах Кутузова и Владикавказская всерьез опасаются за здоровье своих детей. Площадки находятся в аварийном состоянии. Продолжит тему Лидия Цахилова. Все, что в наших силах, все, что есть, даже приходится из подручного материала что-то делать. Делаем. Еще 3 месяца назад состояние спортивной площадки на улице Черняховского оставляло желать лучшего. По всему периметру заменили ограждение, обновили цокольную часть, как и спортивный инвентарь, покрасили футбольные ворота, установили баскетбольные щиты, облагорожена и прилегающая территория. Работы провел спецэкосервис в феврале. Смущает лишь количество бытового мусора вокруг. Те обращения, которые у нас были сделаны, и заявки от местных жителей, от телевидения, от администрации, мы на него отреагировали и эту площадку привели в надлежащий порядок. Просьба, чтобы те усилия, которые мы приняли на восстановление детской игровой площадки, чтобы наши труды, не были испорченными. Вот. Если есть уже у жильцов ближайших домов, провести бы хотя бы там субботник и привести эту же территорию в надлежащий порядок. Совершенно иная картина на спортплощадке на улице Владикавказской. Напольное покрытие пришло в негодность. Забор ветхий, из ограждения торчат металлические прутья. Спортивный инвентарь необходимо обновить. Еще одна опасность – высоковольтные провода, свисающие над детской площадкой. На данной площадке Владикавказской 55 здесь также спортивная площадка находится в аварийном состоянии, плюс рядом с данной спортивной площадкой есть детская площадка, над которой проходят высоковольтные провода и представляет большую опасность для детей, которые здесь играют. Судя по сечению этого кабеля, это высоковольтный, и, как мы видим, и деревья, они не обстрижены, как полагается, и кабеля прямо сквозь ветвей направлены в сторону этого микрорайона. И, на мой взгляд, в случае сильного ветра или урагана эти ветки могут просто обломиться и за собой разорвать вот эти кабели. А если этот кабель рухнет на землю, то это чревато самыми неблагоприятными последствиями. Активисты приняли во внимание все недочеты. Работы проведут уже в ближайшее время. По этой площадке Владикавказская 55 будет произведены замена цокольной части
на влагостойкую фанеру финскую. Дальше будут смонтированы и демонтированы, это верхняя часть ограждения, сеткой, евросеткой. Также будут производиться здесь сварочные работы, которые необходимы для усиления стоек, которые идут по периметру. И будут произведены покрасочные работы. Рейд провели в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». Активисты Народного фронта и молодежки ОНФ проверили 3 площадки. Еще одна на улице Кутузова, 83, тоже в аварийном состоянии. Территорию внесут в программу капитального ремонта. Ведь самое главное, чтобы отдых был безопасным. Лидия Цахилова, Давид Битиев. Новости Осетии. Во Владикавказе прошел фестиваль ГТО среди студентов. Более 100 человек собрались во Дворце спорта «Манеж», где показали свою физическую подготовку. Команды соревновались в непростой спортивной программе. О том, какой вуз оказался сильнейшим и какая награда ждет победителя, узнавала моя коллега Фатима Дзадзоева. Борьба за золотой значок ГТО не шуточная. В Северной Осетии возрождают традицию быть здоровым. Участники, студенческие команды вузов республики проходят испытания в беге, отжиманиях, прыжках, а также выполняют упражнения на пресс. Комплекс сдавали более 100 человек. Студентка финансового университета Милена Плиева своими результатами довольна. За 1 минуту сделала 46 подъемов туловища на пресс. Говорит, вести здоровый образ жизни совсем не сложно. Для этого нужно соблюдать несколько основных принципов. У меня не сидячий образ жизни. Помимо учебы я работаю. Также моя работа связана с постоянным движением. Помимо этого, через день у меня тренировки в зале. Выброс энергии, он связан с позитивом. Мы что-то выполняем, где-то пробегаем меньше, чем другие, где-то больше, лучше результаты показываем. И это все равно весело, это все равно подстегивает и дает мотивацию работать, заниматься спортом. Региональный фестиваль по ГТО среди вузов в Северной Осетии проводят впервые. Организатор – Министерство физической культуры и спорта республики. По словам заместителя профильного министра Аиды Шанаевой, под эгидой ГТО мастер-классы регулярно проводят и в районах. Олимпийская чемпионка считает своей задачей замотивировать молодежь, привить любовь к спорту. Лучший способ – показать хороший пример. У людей всегда есть интерес, потому что когда они видят перед собой пример, они хотят ему подражать. И мне кажется, такие поездки нужно делать не только мне, вот как послу ГТО, а любому спортсмену профессиональному, на которого молодежь равняется. Это надо делать, и это будет для нашей молодежи очень хорошо. Мне кажется, это очень не только вот выявить победителя, а даже вот самоучастие – это какой-то вот праздник просто для молодежи. Сдать нормы ГТО может каждый желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном интернет-портале комплекса. После выдается индивидуальный номер, который в последующем не требует обновления. Мы будем принимать участие и в районах, там созданы тоже комиссии, которые занимаются этим приемами сдачи нормативов комплекса ГТО. И у нас тоже в городе. Первое место заняла команда СОГУ, на втором месте ГМИ, на третьем – финансовый университет. Победители награждены кубками и медалями. Команда, занявшая первое место, представит вуз на Всероссийском фестивале «Готов к труду и обороне», который пройдет с 1 по 5 июля в Грозном. Фатима Дзадзоева, Диана Кабалотти. Новости Осетии. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.